Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на март 2020 года для скорпионов. Рассмотрим основные события на колоде Таро и на колодах Ленорман. Посмотрим отношения, работу, финансы и совет. Сначала основные события месяца. По 10 дней посмотрим, поделим месяц на 3 части. Первая карта – императрица. Вторая карта – сила. И третья – шут. У скорпионов тоже очень сильный месяц. Месяц, когда осуществляются какие-то очень важные желания, когда вы привлекаете всеобщее внимание, когда вот стоит вам даже просто появиться где-то, и все люди уже могут оборачиваться в вашу сторону, да, как-то очень уважительно к вам относятся, прислушиваются к вам. Ваше слово имеет силу, вес. Вы знаете, как помочь себе, как помочь другим людям. В общем, вы действительно очень такую вот ценность собственную чувствуете и сами для себя, и люди тоже вас это видят. А также карта говорит о том, что могут деньги приходить, какие-то крупные ценности, может быть, подарки какие-то. А также вот эта карта связана и с морально-этической такой стороной жизни, да, то есть здесь вот тоже может быть такая тема. Если говорить о каких-то талантах, тоже карта говорит о том, что вот реализуются способности наши самым лучшим образом, находят отклик у людей, да, нас ценят, оценивают правильно. Также вот карта говорит о том, что может быть вот поступление в дом каких-то, ну, как бы, новых, может быть, источников, новый источник дохода появляется, и поступление в дом каких-то доходов. То есть, ну, в общем, материальный достаток хороший. Будут, скорее всего, и доходы, и расходы. Может быть, покупка каких-то вещей, может быть, вопросы там наличных денег. Имущество, кстати, вот по этой карте движимое имущество очень часто приобретаем. Ну, движимое имущество — это у нас и автомобиль, и там мебель, допустим, какая-то. В общем, все, что мы можем с собой взять, допустим, если переезжаем, да. Вот, эта карта также мастерства, способностей, ресурсов. Если мы, допустим, если нам нужно, мы умеем зарабатывать деньги, мы можем найти любой способ, любую возможность, чтобы у нас появилась какая-то нужная сумма. То есть вот настолько везет скорпионам в первые 10 дней марта, что вы можете решать абсолютно любые вопросы, связанные с деньгами. Также карта говорит о том, что вот в отношениях будет очень комфортно. Верность будет, преданность, как-то традиции будут соблюдаться, ваши вот законы в вашей семье, в ваших отношениях, да, вот именно вот ваши какие-то традиции семейные, уклад какой-то будет соблюдаться, вопросы там детей, воспитания и так далее, все будет решаться так, как вам нужно. Теперь вторая декада марта говорит о том, что вам нужно будет, скорее всего, потрудиться. Да? Здесь вот у нас карта сила, которая говорит о том, что придется решать какие-то вопросы довольно-таки сложные. Это может быть вопросы, связанные с властью, или, может быть, какие-то ситуации будут трудные возникать в жизни, либо у нас внутренние могут быть конфликты, когда необходимо будет вот именно контролировать себя. Также вот эта карта говорит о том, что при правильном вот подходе к ситуациям, к этим сложным, мы можем выиграть очень сильно. Вот эта карта говорит о том, что мы можем в отношениях получить, допустим, любовь, да, как выигрыш у нас будет любовь или страсть нашего партнера. А если мы говорим о работе, то в работе мы тоже вот заслуживаем внимания, уважения.
Здесь могут деньги хорошие приходить. Вот эта карта, она связана у нас с Солнцем. То есть Солнце — это как раз у нас карта удачи, успеха, денег и так далее, да. То есть это вот самое лучшее, что только можно. И вот опять же мы в центре внимания. Здесь мы в центре внимания и здесь мы в центре внимания. Только здесь нам это легче дается. А вот в середине месяца нужно будет прикладывать к этому усилия. Скорее всего, будут ситуации довольно-таки сложные, когда как бы будет такой соблазн как-то спрятаться и переждать момент, да, но карта говорит о том, что нужно обязательно действовать решительно, ни в коем случае не действовать силой, а действовать только любовью, только через договоренность, чтобы обе стороны выигрывали, тогда только все будет получаться. Также карта связана с соревнованиями, да, то есть здесь вот можно выиграть в каких-то важных для вас конкурсах, соревнованиях, можно получить какую-то награду. Карта, которая говорит о том, что мы хобби какое-то реализуем очень удачно, успешно. Ну, в общем, мы себя демонстрируем во всей красе. Теперь у нас окончание месяца выпадает карта Шут. Замечательная карта. Это вот символ человека обычно, да, то есть это символ как раз вот личности Скорпиона. И здесь будет что-то новое проявляться в вашем характере, в ваших манерах. Может быть, вы займетесь внешностью, телом, там, допустим, сбросите вес, поменяете одежду, как-то, может быть, с прической по-другому все будет. То есть вы будете производить впечатление человека совершенно нового, да, может быть, даже походка ваша изменится. Также карта говорит о том, что вы можете выбрать какое-то новое направление для того, чтобы проявлять себя там в деятельности, да, в финансах. Также, может быть, захотите совершенно отдохнуть, может быть, отпуск взять, уехать куда-то на какое-то время для того, чтобы побыть наедине и понять, как вам дальше жить. В общем, эта карта, она такого вот начинания какого-то, да, то есть нужно что-то поменять в себе. Может быть, статус меняется, может быть, самооценка меняется, может быть, конечно, какой-то шанс дается от жизни, да, и вот мы думаем, использовать его или нет. Но вот эта карта говорит о том, что жизнь всегда нас направляет на верный путь. И нужно довериться жизни, довериться интуиции, даже будут ситуации складываться вам на пользу. Просто смотрите внимательно и делайте выводы. Посмотрим, что ждет скорпионов в отношениях в марте. Для тех, кто в поиске партнера, для тех, у кого есть уже партнер, для тех, кто в ссоре, работа. Для тех, кто в поиске работы, для тех, у кого есть работа, и для тех, у кого свое дело. Финансы для скорпионов в марте и совет. Отношения. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта письмо, известие, встреча, новые какие-то знакомства вполне возможны. Причем вы совершенно не ожидали, посмотрите черный фон, да, и вы просто в шоке от того, что происходит в этом месяце. Действительно, может быть очень неожиданное что-то. Также карта говорит о том, что вы можете в дороге где-то встретить человека, либо через интернет. В общем, что-то у нас тут связанное с бумагами, со связью, с обучением, кстати, тоже, да, вот билеты и так далее. В общем, все, что у нас здесь связано с этой картой, да, может послужить встрече. Для тех, кто в паре, выпадает карта медведь, и карта говорит о том, особенно вот посмотрите в сочетании, в котором находится карта медведь, замечательная возможность для того, чтобы удивить своего партнера, да, поменяться
рядом с ним, поменять свой характер, поменять внешность. Видите, здесь вот тоже у нас, здесь вот мы можем внешность менять, и вот карта, которая говорит об отношениях, тоже. Также здесь могут быть какие-то денежные поступления большие, причем, может быть, по завещанию, да, или то, что связано вот с передачей недвижимости, может быть, просто как в дар, да, и для вас это действительно может быть шоком. Также карта связана с какими-то очень важными договорами, важными людьми, которые помогают решать вам как-то вопросы семейного характера. Здесь может быть, знаете, какое-то важное разрешение от чиновника, да, или может быть... Здесь, кстати, покупка может быть квартиры, да, или передача в собственность. Но в любом случае здесь очень большие перемены. Также у нас вот по этой карте у нас какая-то внезапная ситуация может быть связанная с деньгами. Может быть, у вас возникнут вопросы защиты вашего партнера, да, потому что здесь тоже вот может критическая какая-то ситуация возникать. Вот. Ну и насчет внешности, там веса, диеты, это мы тоже уже говорили. Вот мы можем, допустим, удивить партнера тем, что поменяемся внешне как-то, да. Кстати, здоровье, да, то есть один из партнеров может выздороветь. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта гроб, то есть действительно есть возможность что-то поменять. Либо вы можете расстаться окончательно, если между вами непреодолимые преграды. Но в любом случае, посмотрите, рядом карта медведь, очень хорошая карта, которая говорит о том, что рядом с вами будет человек, какой вам нужен, по судьбе надежный человек, причем внезапно может войти в вашу жизнь, даже если вы расстаетесь, да. Либо, допустим, если вы решаете вот этот вопрос с партнером, договариваетесь, миритесь, то ваши отношения становятся только сильнее от этого. Работу посмотрим для скорпионов. Выпадает у нас карта рыбы для тех, кто ищет работу. Замечательная карта, которая говорит о том, что вам не просто повезет с работой, она будет еще и денежная, статусная, она будет вас развивать. Скорее всего, вы сможете как-то чувствовать себя комфортно, да, здесь у нас же рыбы, и вообще карта вот самая лучшая для деятельности, да, тут и деньги, тут и комфорт, и общество хорошее, коллектив хороший, и обучение, и расширение возможностей. В общем, все действительно у вас здесь замечательно. Для тех, кто работает, выпадает карта гора. А здесь может быть столько много работы, да, вот как это целая гора. Здесь может быть подъем по карьерной лестнице, да, допустим, какое-то назначение. Может быть такое большое количество работы, что вам просто некогда отдохнуть, и вы пытаетесь как-то либо переложить ее на кого-то другого, да, работу, либо пытаетесь там уйти в отпуск или там на больничный или еще что-то такое. То есть вот каким-то образом себя разгрузить, уйти от этой ответственности. Также карта говорит о том, что могут быть очень хорошие взаимоотношения с руководителем, что послужит вам в дальнейшем повышением. То есть, ну, карта гора, она, конечно, очень хорошая для работы. Чем больше вы возьмете на себя ответственность, тем больше вы выиграете впоследствии. Что еще можно сказать по этой карте? Можно добавить, что могут быть какие-то задержки, могут быть какие-то препятствия, когда вам придется ждать. Ну, может быть, допустим, вы с кем-то работаете в паре, либо вот в коллективе, да, и вот кто-то, допустим, не вовремя делает свою работу, и все страдают, все ждут, да, когда же там все получится. Также карта говорит о том, что, может быть, придется кому-то отказать. Может быть, то, что вам предлагают, совершенно вам невыгодно. Или, может быть, знаете, какая-то опасная ситуация непредвиденная возникнет. Или какие-то люди у вас появятся довольно-таки сильные, как бы конкуренты, может быть, да, или вот что-то такое, может быть, у вас за спиной.
не очень вас радующие. Но в любом случае вы справитесь, потому что у нас карта гора, она всегда связана с покровителями, да. Для тех, кто имеет свое дело, здесь выпадает карта клевер. Замечательная карта, которая особенно в сочетании с горой, да, говорит о том, что вы просто будете легко и непринужденно решать все свои дела. То есть для вас вообще никакого труда не будет в этом месяце и зарабатывать, и получать какие-то заказы клиентов. В общем, все будет происходить очень легко, приятно, естественно. Деньги будут, удача будет. Здесь покровительство тоже вот высших сил идет по этой карте. Да, любые ситуации разрешаются. Если были какие-то сложности, тоже все уходит. Какие-то плоды вашей деятельности, да, очень вас все радует здесь. Карта также говорит о том, что могут быть новые возможности, надежда появится на какое-то улучшение, на какие-то вот высокие результаты со временем. Ну и если какие-то ситуации сложные были, они легко как бы заканчиваются, да, вот если, допустим, есть какое-то давление со стороны конкурентов или, может быть, со стороны государственных структур или еще что-то в этом роде, да, то все легко разрешается. Финансы и совет. В финансах выпадает карта Солнца. Это значит, что мы получим достаточно финансов, достаточно денег для того, чтобы нас это радовало. Может быть осуществление какой-то крупной покупки. Карта Солнца у нас связана с чем-то значительным, когда мы обращаем внимание на себя или на то, вот, чем мы занимаемся. Да. В данном случае у нас Солнце в деньгах, то есть получается, что мы, возможно, сами даже будем удивлены, насколько хорошо мы можем заработать именно вот в этом месяце. Карта говорит о том, что будет успех, будет победа, обязательно будет как бы значительное улучшение, увеличение будет дохода. Ну и, конечно же, не просто вы получите деньги, вы получите вместе с деньгами еще и уважение от своих близких, либо от коллег. В общем, в любом случае вы заслуживаете то, что получаете. Совет. В совете выпадает у нас карта тучи. А вот в данном случае у нас на карте изображено вот как бы половина неба светлая, половина темная. Да, здесь у нас уже гром и молния. Здесь только как бы собирается у нас вот влага, собирается дождь, да, а часть неба у нас совершенно чистая. То есть мы можем рассудить это так, что карта предупреждает вот нас, это же у нас совет, да, предупреждает о том, что вот что мы отдаем, круговорот воды в природе, да, что мы отдаем, то мы обязательно получим назад. И если что-то происходит в нашей жизни, то, что нас там пугает, или то, что кажется нам неожиданным, или то, что нам не нравится, это значит, мы то же самое когда-то давно отдали. И теперь это получаем обратно. И вот это чистое небо, оно говорит о том, что перед нами возможности есть сейчас строить свое будущее. То есть, если мы сейчас правильно вложимся в нашу жизнь, в наше будущее, значит, получим хорошие результаты, которые нас будут радовать. Если, допустим, мы сделаем какие-то ошибки, то, естественно, мы это получим обязательно как обратную реакцию. А также карта тучи говорит о том, что может быть, знаете, какие-то остановки, да, какие-то, в общем, перемены какие-то в ситуации, в жизни, которые мы совершенно не ожидали, да, к которым мы не готовы. И, кроме того, будет, может быть, знаете, даже, может быть, обман с какой-то стороны, да, или, может быть, какой-то конфликт. Но в любом случае, вот карта предупреждает, надо помнить, все, что происходит, мы когда-то отдали. Потому что вот законы жизни, они неумолимы. То, что поднимается вверх, да, то и
опускается вниз. То есть только это у нас вода поднимается как пар, да, а проливается водой. Но в любом случае это ее лишь как бы изменение, аморфное такое состояние, да, но в любом случае она как была водой, так и осталась. То есть это как раз вот говорит о том, что наша жизнь, она устроена циклично. Все, что мы отдаем, обязательно нам возвращается. Поэтому не нужно переживать, нужно правильно оценивать то, что приходит, нужно искать в этом как бы свою ответственность и на будущее уже делать выводы. Друзья, желаю прекрасного марта, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!